Сегодняшнее утро стало испытанием для всех автолюбителей республики. За несколько часов высота снежного покрова на дорогах достигла 20 сантиметров. Из-за резкого перепада температуры образовался гололед. К нему многие до сих пор не готовы. Водителям в эту непогоду пришлось сбавить скорость до 40 км в час. Машины по федеральной трассе едут аккуратно. По словам сотрудников дорожных служб, обслуживающих ФАТ «Кавказ», они начали обработку дороги реагентами с 3 часов утра. Но снегопад работу нивелирует. С 3 часов ночи пошел снегопад, и круглосуточно машины работают. На данном участке 38 километров, который мы обслуживаем федеральную дорогу, задействованы машины 10 КДМ. Это спецмашины, которые подсыпкой занимаются и уборкой снега. А также 2 бригады, которые обслуживают дорогу. Это подборка мусора, очищение знаков, МБО. То, что дорожники работали по федеральной трассе, видно по образовавшейся снежной каше. Водители и сами признаются, что ФАТ «Кавказ» сегодня был максимально безопасным в это снежное утро. С утра в сторону Сунчева хауса, там омтасыш бохоз бар, бохадыш бар. А назрание ханвият? Назрание хану. Назрание мыштерки. Шоу хашня ата омтаса нек мобасер, лил мегоз бар, лорлай. Хат yol мертик сахуарло да дохл машинца. А мчарво? Ачил. А вот на Назране картина другая. Здесь можно обнаружить участки, где сотрудники ЖКХ, похоже, оставили дорогу без должного внимания. К примеру, улица Сулейменова. Здесь на одной стороне проезжей части снег утрамбован естественным путем. Дорогу себе проложили сами водители. А на другой полосе сплошной лед. За этот участок дороги отвечает местная администрация. По улице Сулейменова со вчерашнего вечера работы проводились в 3 этапа. В районе 21 часа проводились работы по подсыпке песчано-соляной смеси, противогололедной смесью. Второй этап проводился в районе 7 часов утра, ранним утром, по уборке от снега и подсыпке дорожного полотна. Ну и третий этап проводился сегодня где-то в районе часу дня по уборке от снега и подсыпке противогололедной смесью данного дорожного полотна. Да, действительно, запас песчано-соляной смеси хватило только на одну часть дороги, и машина была вынуждена вернуться обратно для дозагрузки этой же смеси. После дозагрузки песчано-соляной смеси машина вернулась обратно на улицу Сулейменова и завершила работы по второй части дороги. По факту, помимо дорог, коммунальные службы города должны очистить от снега и предотвратить гололед на тротуарах. Особое внимание должны уделить территории вблизи образовательных учреждений, где юные пешеходы могут поскользнуться, упасть или угодить на проезжую часть. Однако, как видно на примере 5-й школы в Назране, эти работы не выполнены. Ступеньки надземного пешеходного перехода полностью заснежены, а это для детей опасно. По вопросу надземного моста к 5-й школе по улице Маталиева в Назране сообщаем, что данный мост находится по улице, которая на балансе Министерства автомобильных дорог. Мост не на балансе муниципалитета, но несмотря на это мы постоянно проводим необходимые мероприятия по обслуживанию и очистке моста. Так, мероприятия по очистке от снега мостового сооружения, подходов к нему проводятся планово. В настоящее время все эти работы на объекте проведены. На трассах регионального и межмуниципального значения все благополучно. За эти участки отвечает Минавтодор. По поручению министра техника была задействована еще со вчерашнего вечера. Мы ожидали выпадения осадков, к этому были готовы. У нас сегодня, вот буквально ночное время, вечернее время, выехало только на нашей дороге регионального и межмуниципального значения где-то порядка от 10 до 12 только дорожных машин, которые непосредственно занимались подсыпкой и уборкой снега. Это одно. Есть погрузочные механизмы, есть заготовленные песчано-солевые смеси. Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, сотрудниками ГИБДД дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было. Водители сегодня по-особому бдительны и аккуратны.
На сегодняшний день, ввиду того, что погода поменялась, ДТП не зарегистрированы. Мы надеемся, что граждане также будут очень аккуратны, бдительны в процессе дорожного движения, так со стороны пешеходов, не только водителей. Ситуация держится на контроле. Те участки дорог, которые в первую очередность она обрабатывается. Если же есть сигналы поступления о том, что где-то нет досыпки или где-то не обработана дорога, немедленно передается информация службам, которые эту дорогу обрабатывают и контролируют. По прогнозам синоптиков, температура ниже нуля будет держаться до четверга этой недели. Сотрудники МВД призывают водителей в условиях плохой видимости и снежных заносов соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим. Снежная каша днем, ночью застывает, так что в темное время суток выезжать рекомендуется в случае крайней необходимости. Адам Гулоев, Султан Костоев, Магаз 24.